Собрал 4-й комбайн. Усыпаем. Ну, примерно половина получилась. И сейчас я пойду на другое место чуть дальше. В прошлый раз я там посмотрел, вроде как немножко тоже есть. А тут закончилось, больше нету. Ну, как сказать, один-один. Там сзади меня совсем мелкие. А тут дальше сходил, там нету. В ту сторону ходил, тоже нету. Короче, время я тут больше терять не стану. Сейчас соберемся, давайте пойдем вон. Где-то на Чили метров 300. И там еще глянем, побродим. Ну, я думаю, наберем все-таки вот этот туиз где-то. Еще 4 комбайна мне надо собрать. Просто немножко повезло, что тут такой вот небольшой участок, еще люди не собирали. Сейчас выхожу везде эти черника. Начнешь собирать, их нет. Веловездеход там стоит. Обратно тоже здесь буду выходить, так что здесь оставляем. А сами пойдем чуть дальше. Здесь тропинка, дорога будет. Как ни странно, сегодня ни одной техники я еще не слышал, чтобы кто-то поднимался. Ни мотоцикл, ни каракат, ничего. Не знаю, с чем это связано. Вроде чернику принимаю, бруснику тоже. Ну, черный ворон. Вот такие дела. Грибов нету. Пока дождей не будет, грибы лучше не ждать, не искать. А для умных грибников показываю. Вот гриб гниет, вон гриб гниет. Там дальше грибы, бесконечно грибы. Вот маховики свежие. Ну как свежие, они с червями тоже. Даже проверять, думаю, толку нету. В принципе, нормально. Вот здесь пока оставляю, вон еще один. Но никто не собирает, они гниют. От этого грибница не погибает. Достали уже, честное слово. Ножка оставил, грибница погибает. Ну, блядь, такой бред несут. Ну, ужасно. Везде вон грибы белые. Вот. Он просто гниет. Вот везде грибы. Всю жизнь росли и будут выходить. Там он, ножка остались или нет, там без разницы. Ладно, иду. Собрал 5-й комбайн, хорошая черника, крупная. Но тут не скажу, что их много. Местами вот такой кустик. Потом идешь, потом опять какой-то кустик найдется. В общем, надо искать, ходить. Не в куче она. Вот прошел вот от рюкзака, наверное, метров 40. И один комбайн. Прикинь, не так много. Вот здесь еще полукругом пройду. Ну, сейчас рюкзак возьму и сюда принесу. Вот тот угол еще надо проверить. И вроде тут не собирали. Или не было. Дятел занервничал. Наверное, меня увидел. Вот так подходишь к зверю или к птице. Дятел замечает, начинает так орать. И все, вся тайга настораживается. Друг друга предупреждают они так. Понимаете? Так что как-то себя обезопасивают или что там. А вон, или где он, мой рюкзак-то? А вон, возле дороги прям. Ладно, это 5-й комбайн. Нормально. Еще 3 надо собрать. И все, достаточно будет. Нашел гриб. Хороший. Ножку оставляю. Вот этот я возьму. Спрятался под елку. Небольшой дождь пошел.
Погода сегодня пасмурная и, наверное, кратковременные дожди будут. Пока здесь в холостую иду, вообще ягод нету. Еще пройду где-то 100 метров. Если не будет ягод, я буду возвращаться уже по другой стороне дороги. Что наберем, ребят. Но сегодня черника как-то трудно дается. Много ходить надо. Прошлый раз такой пятачок попал, я, на одном месте кружился и набрал. А сегодня хожу. 6 комбайнов пока. Еще 3 надо набрать. Ну, тут уже, в принципе, чуть меньше половины набрал уже. Но все равно. Рюкзак вон там у меня лежит. Здесь дорога заканчивается. Там, смотрите, уже начинается болото. Как бы заканчивается машинная дорога. Только если на каракатах, на вездеходах, на УАЗике даже можно застрять. Там болотень. И тут ягод нету. Я в холостую вот хожу, там сколько уже прошел. Вообще тут тишина. Видите, голубика местами. И мало черники. Вон там еще пройду вот эту поляну без рюкзака. Потом буду возвращаться. Там смотрю ягель места. Может возле ягели там. Что-то совсем тут не густо, ребят. Вроде и такое вот место. Кусты черничные я вижу. Давайте сразу, наверное, пройду, там проверю. Да, и здесь отмечали, что видно, что собирали, ребят. О, да. Тут собирали чернику, поэтому и нету. Вон, чуть-чуть. Знак я вижу. Мох подняли на пень. Это говорит о том, что здесь собирали. Вот следы. Вижу. Вот мох. Так, ладно. Все равно проверю. Вот так вот отмечают. Здесь черничные поля, вон, смотрите. Все пусто. Вроде, ребят, это последний комбайн сегодня. И очень трудно дается черника. Пипец, сколько я сейчас бродил. Сколько искал. Вообще жесть. Сейчас высыплю это и посмотрим. Да вроде уже полная станет. Перед этим я уже запутался в количестве. Сколько раз там я высыпал комбайны. Сейчас глянем. Все. Больше уже собирать не стану, потому что крышка потом плохо закроется. Если больше загружу, то уже не закрыть. А чтобы закрыть этой крышкой, надо вот так, наискосок. Вот. Не так просто вот закрылась, а вот сперва в одну часть, потом уже в другую. Ну, примерно так, ребят, вот. Набрал. Хватит. Надоело искать. Уже здесь я проверял, уже на обратном пути снова я зашел, здесь по второму разу проверяю. Сейчас перекур небольшой и пойдем к велосипеду. Где-нибудь посидим тут. Ну, примерно так, ребят. Не думал, но наконец-то у меня заполнилось вот это, наполнилось. Хорошая черника. И здесь, между прочим, в ягеле черника, как сказать, черника здесь намного вкуснее, чем вот, скажем, если от села я пойду на восток, где вот ельник, там черника вообще много. И сейчас еще люди говорят, что очень много черники, хотя там уже тоже с июль собирали и август, подожди. Но с конца июля начали собирать, вот целый месяц там тоже собрали, и черники там много, но там кислая черника. А для себя вот мы местные собираем уже где вот более выборочно вкусная черника. Ну, есть выбор, выбираем.
Вот. Ладно, сейчас я это закрою и где-нибудь надо чай попить. О, вот так и закрылось, все. Больше собирать сегодня не стану, ребята. Хватит. Один гриб только нашел, грибов нету. Ни хрена ничего нету, не растет. Дождей нету, вот и проблема. Решил идти. Вот смотрите, блин, для соления грибы. Прям очень много. Такие вот маленькие, хорошенькие. Вот. И они чистые. Тоже хорошие, вкусные грибы. Вот такие мелкие. Он крошится, блин, к сожалению. А с чем это связано? Что он так крошится? Они хорошие, а с молочком вот так выходит молоко. У съедобного гриба, который вот для соления, они всегда с молочком. Вот, с молочком. И такие вот, если собрать, замочить там несколько дней, то с горячей картошкой, с молодой картошкой вообще огонь. Сейчас проверю. Ой, блядь, так тяжело вставать. Груженным так тяжело вставать, ребят. Вес есть. Ну, килограмм 5-6, наверное, точно будет. Вот, сейчас пойду к велосипеду, там уже включусь. Если найду гриб еще, может, вообще здорово было бы. Вдоль дороги вот так. Если смотреть везде, ягоды есть. А где-то я гриб оставлял там, проверял, шляпку оставлял. Так и не нашел. Что-то там уже, наверное, скоро велосипед появится. Не знаю, где они. Вон там красноголовок. Даже заходить неохота. Вон еще гриб. Что-то несколько дней прошло, вот, и что-то снова хочется уже жареные грибы. А, нет, хороший. Хороший возьму. Вдруг там еще наберем. Блин, на багажник резинку забыл. Вот. Еще побродим там возле дороги, наверное. Буду проверять. Зря я заехал на велосипеде. Это плохой. Потому что, как сказать, мог бы я пешком, проверяя, выходить. Здесь ягель. Вот еще. Ну, здесь я и проверял, смотрел. Этот вроде терпимо хороший. Вот он. Не, если наберу, то буду брать. Да. Хорошие они. А этот гнилой вообще. Труха. Маховики, ой, вообще жесть. Вон наш велосипед стоит. А здесь валежник такой хороший. Здесь я попью кофе. С батоном, наверное, попью. Хотя кушать особо не хочется, но надо попить на природе. Вон там. Потом развернемся и уже будем выходить. Может, буду выходить просто так. Пройдусь. Не заведу, а просто вот так толкая. Может, еще грибы я увижу где. Точно. Не принципиально там заводить и ехать. Можно и пешочком. О, вообще здорово. Нагулялся сегодня капитально хорошо. Такой штатив поставил, блин. Не знаю, камера улетит или нет. Ладно. Постоянно надо выходить из положения, как можем. О! Внизу у меня под туисом, блин, все, хлам. Этот. Передавило все. Опять дождь пошел. Дождь идет. Такой моросящий. Может, если дождь будет, то и грибы пойдут.
Просто батон с чашечкой кофе на природе. Все под руками, ребят. Можно закинуть бруснику. Можно и чернику. Везде кругом все есть. Вон везде. Брусника совсем кислая еще. Подождем заморозков и еще пособираем. Вроде не голоден, но, блин, так вкусно ем. Прям как будто проголодался. Батон привозят из Сыктывкара и из села Сторожевск. Это покупной из Сыктывкара. Мягкий, хороший. Сюда не хватает масла. С маслом. Как сказать, масло и еще сахарный песок сверху. Как в детстве. Наверное, ели просто хлеб, масло, но обычно маргарин еще. Маргарин и туда еще сахарный песок. Вот это наше воспоминание с детства. Ладно, сейчас я продолжаю пью чай. Кофе-то есть. И поедем или пойдем. Ну, наверное, пойдем. Буду смотреть, может еще найду грибы. А ягоды пока черники. Я свою норму набрал и пока больше собрать не собираюсь. Может еще приду, но пока данный момент, пока хватит. Так что это получается уже четвертый раз я собираю чернику. Один раз на первой избе, один раз недалеко от села и 2 раза вот сюда еще приезжал. 4 раза уже. Хватит. Немножко подтянул цепь. Пока так покатаемся, а там видно будет. Вроде нормально сейчас. Свободный ход есть, но до этого совсем он уже ослабленный был. С чем это связано, почему так растянулось, не знаю. Может, этот ролик спустился. Хрен пойми. В общем, сейчас потихоньку буду выходить к основной дороге. Все. Взял тяжелый рюкзак. Ладно, спасибо, тайга. Выходим потихоньку. Спасибо за чернику. Еще, если грибов хотя бы 5 штук найдем, вообще было бы здорово. Вот так буду потихоньку идти. И смотреть, может, где-то найду. Если найду грибы, включусь. А так, идем. Сейчас там одну штуку посмотрим, проверим. Там вроде шляпка здоровая. Ага, фу, ужас. Там нету. Ой. Там с палец, черви. С толщиной с палец, ребят. Хороший. Здесь совсем нормальный. Ну вот. Я уже у дороги. Сейчас еще тут проверю. Велосипед оставлю, рюкзак. И пешком еще поброжу тут.
Яголь. И по пути еще на одном месте остановлюсь. В общем, думаю, даже на супчик я наберу грибы. Вон тоже надо проверить. Плохой там. Сушина вот хорошая свалилась. Так, давайте вот тут я ставлю. Все. Ой. Ладно, побродим, поищем, может что-нибудь найду.